som en egen med til mig body Mamma der går til mig daddy Når fætter ryge, nu er mig, du gør det Så hvor hun er, bare du er gærlig Kan du bare blive mamma Boni, mani, ni rutan til mig Tuchtoni, onu tunan til mamma Bonai, de er stort taget, så shit, du rei Yeah So life, remember when we used to sit in a government you're entrenched down. Oba stoppen and give the greatest me. It's why man go with good people remain. And the good friends we have lost, and the good friends we have. Oh, oh, I love the rain. And this is great future that can't forget your past. So I dry your tears, I'll sigh, I'll sigh. No woman, no cry. And no woman, no cry. Oh, la la la, no change, no tears. And no woman, no cry. So let's remember when they also sit in the government you're entrenched down. But I say, George, I'm a wait for your love, like white bound and tried that night. Where we're going, the common party. Well, I changed, and that's your way. My thinking, my feeling, my only got it. And so I got them, the person true. Well, say I'm gone, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. And everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. And everything's gonna be alright. 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 And everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. And everything's gonna be alright. No woman, no cry. No woman, no cry. Oh, la la la, no change, no tears. No woman, no cry. No woman, no cry. Спасибо. Девушки, вот я смотрю, у нас такое замечательное начало, а вы украшаете студию. Не чувствуете вы, что немножечко рано, 25 дней еще?
Вот я, например, дома за час украшаю елку. Амиран, мне кажется, что ты для нас немножечко... Мы не ты для нас немножко не пример. А вот Мелания Трамп, между прочим, уже Белый дом украсила, причем намного удачнее, чем в прошлом году. Вот именно. А мы чем хуже? А? Если Белый дом уже украсили, мне кажется, нашу кофейню тоже пора уже подготовить к Новому году. Да, тем более, что уже задали такой тон и настроение. Ребята, музыкальная группа No Royals. Да, и обязательно они сегодня еще у нас появятся. Ну что ж, я думаю, пора начинать наш эфир. Да, а вы усаживайтесь поудобней и не трогайте свой пульт. Ну что, деловые переговоры и серьезные лица здесь сегодня вы не увидите. Позади рабочей недели, впереди вечернее шоу «Рафинад». Ну что ж, мы начинаем. Неделя выдалась насыщенная и снежная, да? Первый снег нас порадовал, мы открыли зиму. Я думаю, что в ближайшее время мы откроем горнолыжный сезон. Вот как вы относитесь к сноуборду, к лыжам, к такому активному зимнему отдыху? Ты знаешь, я могу сказать, что обожаю, потому что один раз я уже каталась на лыжах, и мне очень понравилось в прошлом году. Но вот надеюсь, что в скором времени все-таки выпадет снег, и я обязательно опять поеду и покатаюсь. Ну и да, я тоже надеюсь, что на новой неделе нас ждет Хорошо бы снег. на новой неделе выпал снег, потому что 11 декабря мы будем отмечать Международный день гор. Ну вот, я думаю, самое время будет поехать в горы. Обязательно надо и покататься. съездить. Вот, кстати, как проведут этот день люди, которые влюблены в горы, узнаем сейчас у наших гостей, путешественников клуба «Ирон Нива», Сослана Елеева, Сослана Калоева, Батраза Царакова и ведущей программы «Путешествия с Ирон Нива» Алены Дженикаевой. Здравствуйте, дорогие друзья. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Альбина, предлагаю нам немного потесниться. Да, сегодня у нас много гостей, это замечательно, мы им очень рады. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Ну что, как вечер, настроение? добрый вечер. С праздником вас в первую очередь. С наступающим. Взаимно, спасибо. Ну что, как проведете День гор? Отправитесь в путешествие или в эти выходные, может, заранее уже проведете? Спланировали уже, может быть. На этот вопрос нам ответит Сослан. Который Сослан? Елеев. На ваше усмотрение. Ну, мы его проведем, как всегда, спонтанно, экспромтом. Определенного маршрута нету. Как Все всегда, решится, как да. всегда, да? Все решится с утра. Ну вот как раз у меня был вопрос, как вообще вы строите маршруты. Но теперь я вот поняла, что это всегда бывает незапланированное что-то, да? Вот, наверное, телезрители думают, что мы заранее что-то планируем, но даже я не знаю, куда едет Ирон Нива. Вот как ведущая. Вот. А кто знает тогда? Ну, это решается вот... Волей случая, то есть? Только все. Куда Нива поедет первая, туда и все, да, отправятся? Да. Страшная импровизация. На самом деле не будем вводить вас в заблуждение. У нас Спасибо. есть официально у нас есть группа в WhatsApp, так как многие пользуются WhatsApp. В ней мы выносим на обсуждение маршрут. Далее прокладывается подробный маршрут, съемки и так далее. И тому подобное. Единственный Вот. честный Стоп, человек в стоп, я до компании. конца не знаю, куда они планируют. Да. Меня в группе Ее просто нет. Да, у нас мужская группа. Женщинам не место. Я реабилитировалась. А, Алена, ну вообще, как вы попали вот в этот суровый такой мужской коллектив? Меня долго просили попасть туда. На самом деле долго она писала нам, ребята, возьмите. Возьмите, пожалуйста, меня в группу, а потом уже... Мы обсудили, да, я, говорит, ваша фанатка, как-нибудь можно с вами покататься. Тоже дело случая. Все было спонтанно, как и любой маршрут Ирон Нива. Ну, так получилось, что меня пригласили попробовать провести с ними один день. Ну, мы взяли камеры, поехали, понравилось. Затянулось и пошло. А потом решили сделать проект, да. У вас действительно такой мужской коллектив или есть все-таки дамы в... Нет, я единственная. Дамы только в сердцах, в клубе нет. Да? Ну, изначально вообще, как вот зародилась такая идея открыть клуб любителей именно Нивы и на ней путешествовать по горам? Почему? Идеи такой не было, все сложилось само собой. Как бы изначально было, скажем так, две компании, ну, две группы Нивах. друзей. Да. И получилось так, что у этих двух групп были общие друзья. И это все слилось в Так одно. разрослось движение. Да, слилось в одно и начало разрастаться. А где вы уже побывали? Вот окуните нас в эту атмосферу путешествия. Если брать Осетию,
то, наверное. Да, и Осетию, и наверняка вы В помимо Осетии Осетии нет где-то мест, бывали. где мы не побывали. Да. Правда? Да, Всё и уже, да, поэтому уже покорили начали все вершины. ездить по соседним республикам, побывали в Чеченской республике, в Дагестане побывали, в Кабардино-Балкарской республике, везде, да, Карачаево-Черкесская республика, везде очень гостеприимные люди, ребята. Крым, да? Да, Крым в Крыму уже? тоже Путешествия побывали. они не только по Северному Кавказу, Уже Россию мы, да, захватываем нас постепенно. приглашают, да. Да? И Ребята уже узнают, и много тех людей, которые также предпочитают этот вид экстремального отдыха, так сказать, и Ну вот многие поддерживают. ваша основная задача, то есть вы садитесь все в Нивы, отправляетесь, да, заданные такие в путь. И вот что, вот, то есть здесь главное покорить какие-то сложные маршруты или что, вот что особенного в этих именно путешествиях? Знаете как, этот вопрос часто задают. Некоторые ссылаются, что конечная цель. Я скажу так, вот от момента зарождения вот, желания поехать в определенную точку и сам путь, и, конечно же, сама эта точка, нету отдельных частей, что больше нравится. Вот вся эта атмосфера, вернее, все это создает эту атмосферу. То есть нету такого, что кому-то нравится путь, кому-то конечный пункт назад. Нет, Да, нравится у вот каждой все. стадии свои такие определенные Да. плюсы, свои удовольствия. Ну, если выделить, то, наверное, вот сам путь. Вот. А вот Они так, ме- Камила? А не мешает ли вам в таких интересных, да, экстремальных условиях еще и наличие съемочного процесса какого-то? Да. Алена, наверное, больше вопрос к вам. ну, нет, не мешает. Я им. Мы помолчим, как. Нет, здесь сегодня никто не молчит. Нет, я им не мешаю. Какие-то провокационные вопросы задаете. Алена, вы можете им все говорить сейчас. Ну, я им и так все говорю. Съемочный процесс ни в коем случае не мешает. Более того, мы сделали так, построили свой проект так, что нас смотрят все. Молодежь, дети, старшие поколения. Мы рассказываем о красотах, мы показываем драйв, ребят. Мы вот сейчас совсем недавно стали привлекать зрителя именно к телевизионному проекту, не в интернете они смотрят путешествия, а именно На нашем канале. Иристон ТВ, Да. потому что розыгрыши и конкурсы мы озвучиваем Подарки, именно в призы, телевизионной версии. Кто не видел, тот Сам ничего не, виноват. да, и не нашел, и не выиграл. Поэтому мы стараемся привлечь интерес любого зрителя. И это у нас, не знаю, судить зрителям, конечно, но А вот в более-менее ближайшее получается. время, насколько я знаю, у вас скоро готовится, да, выпуск? О чем он? Поделитесь немножко. Где побывали? Превью Мы, небольшое. у нас, во-первых, новый сезон стартовал, новый формат, зрители, наверное, заметили. У нас уже есть первые победители. Но дело в том, что у нас в каждом проекте есть тайник, который должны найти зрители именно Северной Осетии. Откуда бы только мы не приехали. мы Судя по при- всему, участники не знают об этом, да? Удивляются, сидят. Так. Где спрятан тайник, узнают люди по проекту. И у нас Или уже есть от первые батика. победители, девочки. Что выиграли, девочки? У нас есть подарочный сертификат. А скажите Во-первых, нам, что, где нам найти сейчас следующий? у нас Там следующий ритуала кинжал нету. чеченский спрятан уже. Да? Да. Где? Ну, надо смотреть проект. Северная Осетия. Альбина, у нас есть возможность посмотреть его чуть раньше, как только он будет Да, готов. Да. Вам это не поможет. Не поможет, да? Так я правильно понимаю, вы были вот недавно в Чеченской Республике, Да, правильно? да. Выбор был за мужской частью Да. команды, да? Да, нас уже приглашают. Вот в новом сезоне нас уже приглашает регион как... То есть уже вызываете вы интерес со стороны других Да. регионов. Но я думаю, что все равно самый прекрасный край — это наш родной край, да? 100%. Вот самые удивительные места в нашей республике, которые просто вот вас поразили, вы не ожидали, что у нас можно такое встретить и найти. Ну, у нас За и время выпусков путешествий. больше всего про Осетию. Ну, куда без Где у нас Осетии? такие места, Ну Суслан? вот, Везде. это Везде, очень да? сложный вопрос, наверное, на который лично у меня нет ответа. Потому что... А я бы выделил Алагирский район, Цейское ущелье, Цейский ретранслятор. Наверное, многие видели это место. Слышали, по крайней мере, точно. Слышали, видели, да. Особенно те моменты, когда туда попадаешь в пасмурную погоду, выезжаешь с города, приезжаешь туда, становишься над облаками, открывается вот этот панорамный огромный вид, огромное ущелье.
Вот там захватывает дух, Или на то самом же деле. самое, противоположная сторона этого же ущелья, гора Уж-Ох, там тоже безумно красиво и очень-очень интересная такая туда дорога, так, пощекотать. А когда вы отправляетесь в путешествие с местными жителями, как-то вы разговариваете, узнаете про край, ну вот про то место, куда вы приезжаете? Мы общаемся со всеми, кого встречаем на пути, Да. но С собой забираете? в проект кое-что не попадает. Да, постольку... Так как время у нас ограничено, и нам приходится укладываться в Алены рамки. Мои рамки. А Алене ваши рамки, мужские такие суровые. Вот признаться очень тяжело. Очень Как вы тяжело. выдерживаете, Алена? Ну, Я вот все не могу нужно представить соблюдать. себя на вашем месте. Нет, Алена у нас вообще молодец, она изначально Воин. много Ну, не слез для этого пролила, но же. сейчас она вам говорю, можно ее в лесу забыть на Закалилась, неделю, да? как мы как-то ее забыли, потом нашли. Да? А, кстати, вот у вас какая команда? Вы друг друга ждете? Вот одна машина где-то, не знаю, застряла. 100%. У нас машина, выезжаем колонной и также проходим все преграды и препятствия одной колонны. Если кто-то ломается, застревает, остановились все вместе, починились, опять же все вместе сели, поехали. Все на радиосвязи, у нас у всех имеются Серьезная рации. у вас команда, я смотрю. Часто бывают какие-то казусы, может быть, какие-то Вот такие, как непредвиденные, Алену в лесу забыли, что-то подобное еще Да было. никто меня не забыл. Попробовали бы, да? Вот я как не Нивовод, да? Я когда влилась в эту команду, я первое, что почувствовала, что у них вот настоящий командный дух. Вот нету такого, чтобы кто-то про кого-то забыл. Они снабжены рациями, но это мало. Они чувствуют друг друга. И Вообще, сколько человек в команде? 23. А машин сколько в команде? 22. Один человек без машины. Это Алена? Честно говоря, у нас открыт благотворительный фонд. Да, по воле случая у меня пока что нет машины. Но он отличный штурман. Это наш штурман. Наш Это важнее такой даже, вот я бы сказала. в коллективе Конечно. такой активист, знаете, вот, который вот может подбодрить, может подтолкнуть там, да? Попсиховать в группе, да, конечно. Алену когда в группу WhatsApp добавите? Не Вот надо. сейчас скажите. Не надо? Алена не готова. Она в эти редкие моменты, когда выезжает сразу со всей группой, она видно, что у нее сдают нервы моментами, поэтому если она еще в WhatsApp с нами добавится, Вы ее же интересно. Ну и напоследок, наверное, задам вопрос. Какие планы у вас, какие цели, может быть, есть какие-то мечты, что бы вы хотели воплотить, куда бы вы хотели поехать, до какой вершины добраться? На этот вопрос нам ответит Сослан. Сослан у нас на все вопросы готов ответить. Планов, конечно, много. Наверное, один из таких самых-самых, не то что больших, да, и смелых, да, это поехать на Байкал. Но это из более таких, на более, маршрут да. у нас запланирован. Ну, есть, очень да. замечательно, Да, и интересно. поехать туда хорошим составом планируем. Но эта поездка требует много усилий. Подготовки, да. Там очень серьезная подготовка. Это серьезное испытание для себя, для техники и для команды в целом. Ну, мы желаем вам Удачи. добраться таки до вашей Да. мечты. Спасибо Удачи, большое, конечно же. спасибо Новых большое. путешествий, впечатлений. Ну и когда мы можем смотреть выпуск «Рон Нива»? В самое ближайшее время, через неделю. Через неделю, да? Ну, обязательно смотрите, не пропустите. пропустите. И присоединяйтесь в ряды вот этих замечательных ребят и путешествуйте по замечательному нашему краю. Да, что ж, обязательно Рон надо Нива. смотреть проект и выигрывать. Там очень. Вот это главное. Еще и И азарт выигрывать. Да. Все. Спасибо вам большое. Увидимся, надеюсь, еще в ближайшее Спасибо. время. Ну а у нас небольшая рекламная пауза, а после мы обязательно вернемся, так что не переключайтесь. Ребят, вот мне интересно, у вас сколько подписчиков в Инстаграме? Так, у меня 2800 с хвостиком. Да, наизусть помню, да? А у Конечно, тебя, я Андрей? слежу. А у меня 12 человек. Замечательно. Но я даже у Амирана не буду туда следующий вопрос спрашивать. Я тебя спрошу, как звезды на тебя когда-нибудь подписывались? Ставили лайки? Нет, я не помню, чтобы ставили лайки. Может быть, ставили, но я пропустила. Пам-пам? Это тебе за звезд. У меня есть звезды в Падают подписчиках. звезды наши. Нет, у меня нет.
Нет, но на самом деле, держи, Амиран, и осторожней, пожалуйста. На самом деле был какой-то период, мне кажется, когда некоторые знаменитые люди ставили лайки, подписывались на людей. Когда они еще не были очень звездными? Нет, мне кажется, тогда, когда они заводили только Инстаграм, вот люди на них подписывались, и они в ответ тоже решали как-то их. Но вот просто знаешь, почему на тебя никогда не подписывались звезды? Потому что ты, возьми пример у девушки из Кабардино-Балкарии, на которую подписан звезда сериала «Игра престолов» Педро Паскаль, известный по роли Оберина. Всего у него 347 подписок, и среди них Эмилия Кларк и вот девушка из Кабардино-Балкарии. Что же в ней такого особенного? Вот в чем дело. Когда его одобрили на роль, многие поклонники были недовольны этим выбором. И они, поклонники сериала, в смысле? Поклонники книги были недовольны выбором. И они, конечно же, устроили какой-то такой ему небольшой... много хейта было. И она решила его поддержать, написала положительный комментарий. После этого он на нее подписался. И вот до сих пор он у нее в подписчиках, несмотря на то, что его собственные уже подписчики перевалили за 1 миллион. Вот так. Сделала добро и получила в ответ тоже добро. Ну, такую знаменитого подписчика. Да, я думаю, что эта история достойна быть в подборке наших кудрявых новостей. И, кстати, интересно, что приготовила для нас Белла сегодня. Узнаем у нее о самых обсуждаемых новостях этой недели. Белла, здравствуй. Здравствуй, Белла. Здравствуйте, ребятки. Да, действительно, что удивительно, мы живем в таком мире, что звезды у нас такие недосягаемые, что подписка на не звезду — это уже у нас великая новость. Но вернемся к новостям попроще. И первая новость пришла к нам из-за океана. Дело было в США. Группа маленьких детей. Таких, да? Вот примерно таких, наверное. Они пришли в суд в США. Объясняю, в чем дело. И причем они пришли довольные, счастливые, с мирными акциями. Дело было так. Маленький мальчик Майкл год жил в приемной семье. Прошло время, и пора решать, остается он в семье или не остается. Конечно же, хотелось бы, чтобы он остался, ведь он уже в детский сад пошел, семью полюбил, все у него прекрасно. И тут бац, решается в суде. И его приемная новая семья решила: а давайте-ка детки, которые с ним учатся в детском саду, придут и поддержат его. Так они и сделали. Они пришли с плакатами, с сердечками, и более того, судья дала им слово каждому, и они говорили, что «Майкл, я тебя люблю, ты мой лучший друг», и все у них прекрасно было. Что-то, вот если я не ошибаюсь, в прошлый раз у Беллы тоже была новость про суд. Только там был повар. Который он судился и доказывал в суде, что его сырники очень вкусные. Ну да, скорее всего, там было суфле. И вот суд США не дремлет. Следующая новость. Самый гуманный суд в мире. Самый гуманный суд, не то что, да. И далее. Платформа на Ютубе. Они решили подвести итоги, как в декабрь. Время подводить итоги года. 19-го нашего года. И начнем с YouTube. Платформа YouTube решила подвести итоги и сказала, что кто же у нас самый популярный был в новостях. И кто же? И на первом месте Билли Айлиш. Удивительно. Но нет. Она на самом деле... неудивительно. Неудивительно, потому что певица очень талантливая, и она разрывает сердечки буквально всех деток, которые только ее слушают. И не только деток. Не только деток. Ну, она сама, потому что еще почти детка, да. Ну, да, судя по ее формату, в клипах это точно не для детей, но... Нет, насколько я знаю, ей лет 17, 17, да, то есть подросток по каким-то меркам. И далее, что это... музыка, но еще и документальное кино. На самом деле в этом году люди смотрели документальные фильмы, особенно фильмы про Беслан. Они набрали очень много просмотров, их очень долгое время обсуждали, и поэтому они в списке самых просматриваемых в этом году. Это YouTube. Дело еще, Яндекс тоже подвел свои итоги. И здесь точно так же получилось, что Билли Айлиш на первом месте, и с ней же наравне наш русскоязычный Тима Белорусских. Он как раз недавно дал свой первый сольный концерт, к нему пришли зрители, и его не любят. Вот они слушают его и поставили тоже на первые ряды Яндекс.Музыки. Так что стоит его поздравить. Это самые прослушиваемые, да? Именно на Яндексе. Плюс, ко всему прочему, они еще и подводили итоги, кто сколько часов послушал. И если верить этим данным, то рекордсмен из Барнаула прослушал 5000 часов музыки. Это
большой То есть он рекорд на целыми самом днями деле. слушал музыку. Только музыку и слушал. Следующая новость уже наша из Осетии, только, скорее всего, это фейк-новость. Вы, наверное, замечали, что очень много наших осетинских пабликов писали о том, что Владимир Габулов, президент футбольного клуба «Алания», покинул свой пост. И Да, еще, буквально вчера. Да, и все это распространили, не проверив информацию. На самом деле это не так. Он остается на своей должности, он продолжает развивать клуб, и уверена, что в скором будущем мы услышим о победах футбольного нашего любимого Болельщики клуба. Алании просто выдохнули с облегчением. Да. Да. Сегодня Что он как- опроверг, насколько я понимаю, Да, эту да. информацию. И сказал, что никуда он не уходит, и все только впереди у команды. Ну Ура. и последняя новость связана с миром литературы и премий. Нобелевский комитет по литературе покинули два немаловажных представителя. А все дело в том, что они сказали, что изменения, которые должны были произойти в скором времени, они не происходят, а для них ждать целый год – это слишком долго. То есть, что для Нобелевского комитета нормально, потому что у него история достаточно долгая, то для человека это мало, поэтому, вернее, много. И поэтому у них нет времени ждать, и они решили покинуть свои места. Вот Ну, такие здорово, новости. спасибо, Белла. Но Спасибо, сегодня у тебя Белла. такие, знаешь, довольно серьезные новости, Не время которые для зас- радости. которые заставляют задуматься. Так. Но мы надеемся, что в следующий раз ты придешь с очень радостными Позитивными. новостями, Время позитивными. покажет, да. Да. Спасибо, Белла. Пока. Спасибо, Белл. И, Пока. кстати, о литературе речь зашла. Сегодня 116 лет со дня рождения Гайто Газданова. Нашего к тому же, известного писателя. да, к тому же на этой неделе вышел свежий номер литературного журнала «Дарьял», который полностью посвящен молодым писателям и поэтам. В новый выпуск вошли произведения 20 авторов, большинство из них даже раньше никогда не печатались. Да, и не Здорово, что вот выпускались есть такая нигде. возможность у наших молодых писателей Реализовываться да, и в республике. Да, и показывать свое творчество, знакомить нашу республику с ним. И по этому случаю у нас в студии, конечно же, мы не могли обойти стороной эту новость, у нас в студии поэт Заурбек Абаев, с которым мы поговорим о современной осетинской литературе. Да? Да, да. Давайте, Давайте. пригласим его в студию. Заурбек, мы вас ждем. Здравствуйте. Амира, кофе готов для Заурбека? Нет Здравствуйте. еще? Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Вот такие у нас современные поэты. Интеллигентные. Ну, я, в принципе, себе вот так и представляла себе поэта. Заурбек, ну давайте начнем, поговорим немножечко про Гайто Газданова. Да? Сегодня у него день рождения. На вас какое-то отразило влияние его творчества? Огромное. Это... Так. Спасибо. Это мой любимый писатель. В буквальном смысле, можно сказать, откровение. И я считаю его даже больше поэтом, если честно. Его прозу — это великий прозаик, великий мыслитель, глубокий, тонкий, эстетичный, я бы сказал, если можно так сказать. И очень, если выбирать, условно говоря, как бы ты хотел писать, я бы хотел писать как Гайто Газданов, если писать, говорить Если о прозе. прозу, да, если мы говорим о прозе. Да. Ну вот интересно, да, то есть вы сами выбрали поэзию, но при этом ваш кумир — это прозаик. Вот как это вообще сочетается у вас? Я поэзию не выбирал, она как-то выбрала, сама появляется. Знаете, читая Гайто, зная, допустим, его биографию и то, какими темами он интересовался, то, как он это делал, то, насколько глубоко и изящно он это делал. И, как сказать, это не может не резонировать внутри тебя, это не может тебе не нравиться, и ты, как скажем, очень редко встретишь настоящее, которое, настолько настоящее, насколько это возможно, и в нем это просто, читая, начиная от «Вечера у Клэр» и заканчивая «Эвелина и ее друзья», его последний роман, и все его рассказы, это, вершина прозы, я бы сказал, русскоязычной прозы. И причем, знаете, очень многие здесь знакомых моих Гайто Газданова читают, потому что он осетин, этнический осетин, говоря о том. Но я Гайто Газданова полюбил, потому что это вершина именно русскоязычной прозы и, как сказать, насколько глубокий писатель, что, знаете, как скажем, читая его, ты понимаешь, насколько умнее и глубже тогда чувствовали музыку, культуру, литературу, вообще все, философию. И как сейчас
этого не делают и не могут сделать, потому что, ну, не знаю почему, конечно, но... Что не хватает? Какие у вас мысли, почему это так? Может, слишком много свободного времени и слишком много информации, а тогда люди ее искали и совсем по-другому видели жизнь, понимаете? Допустим, читая тот же «Вечер у Клэр», ты читаешь там произведение 26-летнего, ну, пацана на тот момент, ну, великовозрастные, глубокие и, ну, потрясающие мысли. И потом, ну, читая его биографию, понимаешь, что за жизнь у человека была. Непростая. Ну, когда ты, допустим, тебя к расстрельной стенке ведут, то есть когда ты революции, войны проходишь, то есть это не 26 лет, это гораздо-гораздо больше. И, как скажем, наверное, от этого, знаете, свободное время они все ценили, и жизнь ценили гораздо больше, и пытались ее наполнить гораздо большим смыслом. Сорбек, сейчас, мне кажется, многие телезрители, которые слушают ваши размышления, да, на этот счет, им очень интересно узнать, о чем пишете вы. О чем ваши произведения? Вот в это время, в которое вы говорите, что уже слишком много свободного времени, что такое быть поэтом, что такое быть писателем? Кто он, современный поэт? Я даже не могу вам сказать, потому что я никогда не хотел и не старался относиться к поэзии как к работе. И у меня есть другая любимая работа моя. И ну, если поэзия — это работа, мне кажется, она не поэзия, ну, если вот в таком определении. Поэтому ответить вам на вопрос, что значит быть поэтом, наверное, чувствовать мир так же остро, как ты это можешь делать, и ну, пытаться что-то привнести в него красивое, и ну, то чувство, которое в тебе, скажем, мир порождает, выразить красивыми, точными словами. Ну, в принципе, это в любое время, да, вот можно охарактеризовать так поэта. Да. Но вот современным именно поэтом быть, есть какое-то особенное что-то? Или все же всегда одна и та же роль, одна и та же цель у поэтов? У настоящего всегда одна и та же. А у того, кто отвлекается, это может быть популярность, лайки, ну, там, перформансы. А у настоящего это всегда боль, страдания, тяжесть жизни и... Ну, я так грубо говорю, конечно, но те проблемы, которые не популярны, но которые тебя мучают, если говоря о настоящем поэте, его всегда что-то мучает. Поэта? Да. То есть поэт — это все же пророк, да, и сейчас? Это тот, кто... Ну, это должен быть, ну, как сказать, пророк, что значит? Ну вот как сказать, это наверное, постоянная это тот, такая тема, да, в поэзии у каждого поэта. Да, но в любом случае это тот, кто заглядывает туда, куда другой человек не захочет заглянуть. Слишком глубоко и слишком страшно. У вас такая необычная при этом специальность, при том, что вы поэт, да, мне кажется, многим на первый взгляд кажется это несовместимо. Вы по образованию технарь, да? И вы преподаватель, сейчас тоже преподаете. Какая дисциплина, какую вы преподаете? Я несколько прикладных дисциплин на строительном факультете преподаю. Вот, замечательно, да, мне кажется? Удивительно, вот совмещается такая что-то возвышенно-романтичное и вот техническое. Как вам удается это в себе все сочетать? Или это, может, помогает как-то? Здесь как возвышенно, если мы говорим о той же поэзии, ну, кто сказал, что это какие-то воздушные там кораблики? Это тяжелейшая задача, которую забирает всего тебя, ровно как и какая-то техническая задача. То есть, ну, это не просто рифмы. Это, ну, то есть, если это просто рифмы, это, наверное, не поэзия. Либо ее не писать тогда лучше, чем меньше ты пишешь, тем лучше. Либо, ну, решать сложные задачи, хотя бы пытаться их решить в мере своих сил. Поэтому это одно другого неотделимо, это вся моя жизнь. И, ну, я не отделяю одно от другого и не считаю, что для меня, ну, это слегка задевает, когда говорят поэт-гуманитарий. Поэт ни в коем случае, гуманитарий, поэт — это все. И, ну, нельзя делить людей по полушариям, и я всегда это стараюсь подчеркнуть. Поэтому это связано, это едино, и одно от другого неотличимо. Я вижу, Амиран хочет задать вопрос. Я к вам подойду, чтобы удобнее было. Заурбек, вот мне летом довелось побывать на таком поэтическом вечере, который организовали молодые люди. И что меня удивило, очень много молодых людей, проходящих мимо, это был открытый микрофон, они читали свои собственные произведения. То есть это новое поколение, где-то 18 до 25 лет. Вот как вы считаете, какой можно дать совет этим людям, где им самовыражаться, куда обратиться, чтобы их творчество доходило до массы, да, до большего количества людей? Я бы им по-хорошему, конечно, посоветовал какую-нибудь жестокую критику, которая бы их очень сильно
очень сильно прибило и сделало грустными и расстроенными. И только так они станут настоящими поэтами. Потому что если они в 18 лет встретят успех и добьются чего-то, понимаете, знаете, сколько талантливых людей, вы просто не можете представить себе, но кто из них только настоящая работа, постоянная работа и труд, и потом со временем желание быть популярным и нравиться отпадает, и вот как Гайто тебя интересуют совсем другие вещи. Не то, как тебя похвалят или кто тебе скажет, какой ты молодец, а тебя интересует, а что ты сможешь, то есть дойти до самого предела в этой поэзии. А вот вы встретили, это огромный потенциал, и я вот всегда радуюсь тому, что очень много талантливой молодежи у нас, как в частности в республике, прям очень много, но дисциплина, что ли, и труд. Каждый по-разному к нему приходит. Кто-то не приходит вообще, кто-то потом приходит. Ну, площадки есть у нас для того, чтобы они могли да, себя конечно, как-то реализовывать? конечно, Я это думаю, наша Амиран национальная это, да? библиотека. В первую очередь есть еще много разных мероприятий, но национальная библиотека огромную созидательную работу делает. У нас много разных проектов. Я имею честь там вести проект «Антология», который посвящен конкретно поэтам, различным разбору их творчества. И другое дело, что есть все, а желающих не так много. То есть те поэты, к сожалению, они слишком обольстились какой-то славой и думают, что они могут писать. А быть талантливым и быть поэтом абсолютно разные вещи. Талантливых очень много, поэтов единицы. Но все же радует, что у нас есть, как абсолютно, вы говорите, конечно. площадки, есть талантливая молодежь, и вот вы пример, и я думаю, что у нас, значит, есть будущее, и это замечательно. Ну и, Заурбек, мы бы хотели, конечно же, все немножко познакомиться с вашим творчеством. Если вы позволите, мы бы попросили вас прочитать одно из ваших стихотворений. Ну, если... Я же говорю, сегодня пришли мы с целью поговорить немножко хотя бы о Гайто Газданове. Я очень редко пишу посвящения. Вернее, я, может быть, их пишу, но они у меня остаются в столе, потому что это долгая работа. И у меня есть одно посвящение моему, конечно, любимому писателю. Я надеюсь, оно бы ему понравилось, вот, потому что я хотел, чтобы оно ему понравилось. Это «Сползала палевая тень, и музыка твоих фантазий в метафизическом экстазе кружилась стая лебедей на бархатистой ее коже. В печальной лирике любви все очень просто. Селяви, все так невыносимо сложно. Средь пьяной сволочи Монмартра, в богемном блеске опера, лишь одинокий Бодхисаттва умеет мудро умирать. Лишь одиноким пилигримом, как отклик из небытия, приснится степь чужого Крыма и петербургская земля, вся в ослепительном тумане. Воспоминания ребят, и лишь отчетливо багряный горит октябрьский закат. И только вера в пробуждение, дорога к самому себе в парижской томной суете, единственное утешение, единственный достойный смысл, любви прозрачные черты и пожелтевшие листы, исписанные главной мыслью. Спасибо. Спасибо вам большое. Мне кажется, особое удовольствие слышать произведения из уст автора даже. Спасибо вам большое. Вам. Спасибо за ваше творчество и за то, что вы ведете все-таки к свету молодых поэтов. Да, спасибо. Спасибо вам большое. Ну что ж, а у нас небольшая реклама, а после мы вернемся. Ой, ребята, интересные новости приплыли к нам на волнах музыки. Так заинтриговала, да. На самом деле, Белла говорила про то, что Яндекс и YouTube уже выставили, да, какие-то результаты, кто сам просматриваемый, сам прослушиваемый. И, конечно же, Apple Music не отстает. Они тоже ответили на главный вопрос меломанов, какие треки включаем мы чаще всего на своих музыкальных плеерах. И хотите попробовать угадать, кто сейчас на пике? Ну, российских именно, потому что западных уже Белла затронула. Кто у нас на пике? Мне кажется, это LJ. Я думаю, может, Матранг. Вы не угадали. На самом деле в России на первом месте дуэт. И тут, внимание, загадка. Ну, точнее, подсказка. Их песни вырываются в чарты и никого не спросив. А клипы на самом деле набирают миллионы просмотров. А эта песня особенно популярна, потому что они ее исполнили с нашим земляком Артемом Качером.
Мне кажется, это очень-очень грустный дэнс. Вы угадали мелодию, Миран. Ну что, я думаю, что наши следующие гости, они в скором времени тоже обязательно возглавят все чарты и побьют все рекорды по просмотрам. У нашей студии вот люди, которые задали весь тон, вот, все настроение нашему сегодняшнему эфиру. Группа No Royals. Это Георгий Сабанов, Тамерлан Гогаев и Герман Бадриев. Здравствуйте, ребята. Спасибо вам большое, что пришли. Сегодня вы так украсили наш вечер. Как вам дела? спасибо, что позвали. Все отлично. Спасибо. Как настроение? Что, как вам? Супер, у вас очень крутая обстановка. Спасибо большое. Да, и очень уютно. Играть и выступать одно удовольствие. Спасибо большое, нам очень это приятно. Давайте поговорим о вашей группе немножко. Вот вас трое в группе? Или я пятеро, на самом деле правильно? пятеро. Просто я сразу объясню, у нас... Мы, ребята все из нашей группы, мы все из медакадемии, и мы повернуты на учебе. И вот два участника нашей группы, они решили все-таки... Готовятся к сессии, да? Да, у них какие-то сейчас будут важные моменты по учебе. Вот так, то есть у нас здесь поющие медики, да, музыканты-медики. Как появилась ваша группа? С чего? Просто вот однокурсники решили собраться. Наверняка со студ весны. Ну, по чуть-чуть. Почти со студ весны, на самом деле, с посвящения в студенты. Ага, еще раньше даже. Да, на первом буквально посвяте я встретился с гитаристом, потом подошел вокалист, потом подошел еще один гитарист, а потом ударник, и вуаля, мы уже около... То есть у вас у всех музыкальное образование? Нет. Нет? То есть вы любите? У меня есть музыкальное образование, я музыкальную школу закончил. Поэтому вы солист. Образование на всех хватает. Остальные любители, да? Ну как, остальные любители, но они... Ведь образование это есть и самообразование. Да, конечно. То есть нотной грамотой, можно сказать, владеют все. Ага, ну да. Ну вы знаете, многие, мне кажется, великие группы как раз так и начинали в студенческие годы. Вот так нашли гитариста, потом барабанщика, и вот так становишься ты Queen или Pink Floyd. Да. И гараж Все есть? зависит Нет, от да? стараний вложенных. Чем больше ты вкладываешься, тем лучше у тебя получается. Можно пропустить 1, 2, 3, 5 репетиций, но если ты в один день приходишь и приносишь все, что делали за предыдущие 5, то... Как давно ваша группа вообще существует? Ну, около 5 лет уже. 5 лет, да? Да. Название вот сразу же выбрали и с ним Нет, название мы выбрали вот буквально потом месяца 2 назад. И то только потому, что уже нас уже надо было как-то объявить на сцене. И как пришло название? Это же самое интересное, творческие муки. Там столько вариантов. Там вариантов было куча, но мы начали крутиться от того, что название должно быть очень легко произносимым и очень музыкальным тоже. Вот я помню фразу «простое, но не простоватое». Вот да, оно должно быть простое название, но не простоватое. С изюминкой, да, такой? Да, было слово, оно и крутилось на языке, вот Royals, так красиво звучит, так очень Royals. Но Royals это в переводе с английского... Простые ребята, не королевские. Нет, Royals. Королевские, наоборот. Королевские. Да, а мы решили, типа, мы не короли, мы обычные, да, мы обычные ребята. No Royals. No Royals. Здорово. Где уже удалось выступить вам? Были уже большие площадки? Самая большая площадка была пока что, это на дне города, мы выступали на площади, на дне города, играли 5-6 песен. Да. Здорово. Круто. Какие эмоции испытали? Испытали... Очень переживали. Завораживающе. Нам не понравилось. Мы потом пересматривали, нам вообще абсолютно не понравилось. То есть вы критично просто к себе подходите? Да, наше выступление нам абсолютно не понравилось. И из этого выступления мы вынесли очень большой опыт. И много чего переработали, где-то переделали. И как себя на сцене лучше чувствовать. Да. Потому что мы до этого выступали по 1, по 2, по 3 песни приносили, а сейчас был именно как раз большой концерт, можно сказать, для нас. То есть вот в 6 раз больше, если быть точным. И все, вот, как бы, как силы свои распределить, сколько вот на эту песню потратить, как вот сохранить весь этот запал от первой до последней, вообще буквально от последовательности, все в первый раз мы продумывали. И это большой опыт, на самом деле, очень большой. Ну вот представляете, когда люди, да, вот известные группы выступали перед огромнейшей, просто многотысячной публикой, и еще и когда играют огромное количество песен, так это вообще это же лучше. Представить сложно. Они и сами тебя заряжают. Зал отдает гораздо больше, чем отдает музыкант залу.
Это как вот резонанс буквально. Не, мне кажется, что это именно какой-то обмен. Обмен то есть, энергией. да. Буквально ты вот что-то отправляешь в зал, и из зала тебе приходит вот в 1000 раз больше, как будто бы. Ну, так я, наверное, ощущаю. Да, но мы пока не выступали на таких огромных площадках, чтобы ощутить какой-то дикий обмен Всё впереди. энергией. Да, Ну, но большая мы- площадка на дне города, к разве этому это? стремимся. Конечно. Ну, музыка какая у вас? Какое направление вы для себя выбрали? Что пробуете? Дело в том, что у нас музыка, у нас вообще в команде ребята все очень разносторонние, и все слушают Меломаны. разную музыку. То есть... Это Да, мы Гога. В своих кругах мы знаем Гога, но мы договорились, что в эфире он Тамик. Гогаев Тамерлан. Договорились этого не говорить. Да, он слушает, то есть он слушает, допустим, Noise MC. Первое правило бойцовского клуба. Сабан слушает преимущественно тоже рок, это Muse, группа Muse. Я слушаю поп-рок, слушаю джаз, я Sting, Coldplay, да. Клэптон, Pink Floyd. И то есть, и исходя из наших вкусов, и музыка, которую мы играем, которую мы исполняем, она очень разная. То есть это и регги-песни, это какие-то и классические песни, классический рок, это и поп-рок, это где-то танцевальные песни. Но это все вы интереснее даже зрителям простым. Вы делаете каверы, да, на песни, то есть вы играете их не в стандартном классическом виде. Вот мы сегодня слушали, да, уже песню Боба Марли перепетую. Вот как вы находите вот эти формы, в которых новые можно спеть эту Ну, мы композицию? всегда, знаете, мы всегда берем какую-то песню, какой-то кавер, и вот все начинается с одного человека. То есть, допустим, Тамик берет какую-то песню и думает, вот как бы я ее по-своему сыграл. Потом он дома ее поиграл, приходит на репетицию, говорит, ребят, вот есть такая песня, мы можем ее сыграть вот так. И кто-то что-то свое добавил, кто-то что-то свое привнес. Давай здесь паузу поставим. Давай здесь паузу ускорим, поставим. давай Да. здесь Вот от замедлим. этого работа в команде, она намного эффективнее и легче, я считаю, потому что каждый может внести свою какую-то изюминку, свою какую-то мысль. Ну это вот привнести. вы описываете, мне кажется, это все так увлекательно, интересно. И... Ну, в Это какой-то увлекательно, интересно, и в какой-то момент это становится очень тяжело, потому что уже в какой-то момент тебе надоедает, ты хочешь найти какую-то определенную ситуацию, то есть песню повернуть вот так, но ты не знаешь, как это сделать. Это же ведь надо и спеть. У меня тоже не какой-то огромный диапазон, допустим, вокальный. Притворяется, да? Вот, я уверен, что вы 100% посмотрели фильм «Богемская рапсодия» и вдохновились им. Вот сейчас скажите ему нет. Вот честно, я не смотрел. Ну ладно, там был такой опыт у группы. Они отрезали себя от цивилизации, уехали за город и писали альбом. Вот был ли у вас такой опыт? Вообще есть у вас свои Дон поехать песни? и написать альбом? Честно говоря, такого опыта, именно командой, чтобы поехать, такого опыта у нас не было. Но лично про себя могу сказать, что у меня лично такой опыт был. То есть в какой-то момент я даже перестал слушать музыку, просто чтобы ограничить себя от каких-либо воздействий. Потому что есть сейчас музыка, она в основном вся музыка, которая ротируется, это песни жвачки, они приедаются тебе, мелодии, они Да, и ты не можешь от них приедаются, избавиться. заедаются, и ты не можешь от них просто избавиться. Как тебе до эфира, да? И сам того не понимая, ты их начинаешь, эту мелодию, как-то интегрировать в свою какую-то песню. Да, если ты, допустим, сочиняешь, вот, а мы сочиняем, но пока мы не вынесли это свет. На широкого зрителя, да? Ну, может быть, уже время. Может быть. Узнаем потом. Мы вас подталкиваем к этому. Про Лукавим, если не скажем, да, вот Тамик песни пишет. Да, Тамик у нас Это наш активно занимается композитор, такой да, можно деятельностью. сказать. Да, я их сколько просил, они не соглашались, я решил сам. Ну, правильно. Должен быть первый, кто поведет за собой. Я надеюсь, что в ближайшее время мы услышим все же вашу авторскую Мы тоже. песню. В нашей студии. В нашей Вы не студии представляете, как мы на Премьер. это надеемся. Обещайте, что этого ждем. придете с премьерой к нам. Но обещать, честно, Нет, обещаем. Обещаем, Вот однозначно. так вот. Он стесняется просто. Здорово. Ну что, предоставим ребятам площадку? Конечно же, мы вас не отпустим и попросим еще одну песню для нас исполнить. Удовольствие. Да? С Ну удовольствием. что ж, мы провожаем вас на сцену. Ждем эту замечательную композицию от Да. ребят, да. Как тебе вообще сегодняшний эфир? Замечательно. Вот сколько талантливых людей в нашей республике, да, сколько интересного, я не перестаю каждый раз удивляться. Очень приятное ощущение какое-то остается после эфира. И атмосфера. Я наслаждаюсь каждый раз нашими и эфирами, вдохновение. нашими гостями, точнее, да. Потому что и вправду вдохновляемся. Я надеюсь, что наши телезрители тоже почувствовали вот это. Да, так же эту энергию. как мы. Да. Да. Ну что ж, а мы с вами К прощаемся сожалению. и ждем вас обязательно в нашей уютной кофейне ровно через неделю. Обязательно увидимся с вами. Но сейчас наши Всем пока. замечательные музыкальные гости, группа No Royals.
world is on fire. No one could save me but you. And a strange what desire make foolish people do. I never dreamed would I need somebody like you. I never dreamed would I need somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. But wicked game would play. You never felt this way. But wicked things you do. So let me dream on you. But wicked game would play. You never felt this way. But wicked things you do. So let me dream on you. No, I don't wanna fall in love. No, nobody loves, no